Что-то мы после этой встречи для себя, ну, появились идеи, замыслы, какие-то проекты интересные, да, чтобы вы были более активны. Вы поговорите, я думаю, у вас появится обязательно много вопросов. Не стесняйтесь, говорите. Кружка, ну, пока вот так называем, кружок, или спискос, или факультатив, да, сильно участвовали, значит, предлагали свои идеи, да, в жизнь. Давайте слово Андрею Федоровичу. Наша сегодняшняя встреча, возможно, даже наверняка продолжится в совместной работе, потому что мы с вашим уважаемым ректором планируем собственных проектов. Ну, особенно для первокурсников, наверное, хотя и для всех остальных, заниматься еще чем-то, ну, каким-то хобби, которое в дальнейшем может быть не хобби, а может быть станет чем-то основным в вашей жизни. Знаете, человек, который уезжает куда-то в деревню, ходит в резиновых сапогах по грязи, да? Конечно, сейчас это все совсем по-другому. Ну, я, кстати говоря, я до ВГИК, у меня два высших образования. Я закончил ВГИК с отличием режиссерский, а до этого я закончил Московский авиационный институт. И, конечно, когда я учился в авиационном институте, я и не думал, что я буду заниматься творчеством каким-то, потому что там были самолеты, там ракеты, все совсем другое. Почему вот у вашего руководства, наверное, нашелся отклик к моему предложению создать такую креативную мастерскую студенческую? Потому что сегодня вот процесс фотографирования, съемок, видео, кино, он очень демократизировался, да? Если еще 10 лет назад там, для того, чтобы снять там, полноценное видео, нужно было купить камеру, да? Еще камера стоила дорого, то сейчас любой человек может снимать на телефон довольно качественное изображение, да? Вот, поэтому потенциально любой человек сегодня может быть, ну, режиссером. А законы режиссуры, законы того, как создавать эстетику экранную, они все равно остались прежними. Поэтому не лишне сегодня любому человеку профессионально обладать этими знаниями. Не просто там говорить, ой, вот я сейчас сниму, ой, вот ты как это называется, ну крупнее кадр сделай, а вот ты ниже камеру опусти, да, а ты вот как-то вот сделай, чтобы вот так вот было, а не так. Да? Для всего этого есть профессиональные термины, и я утрирую, конечно, идея, я считаю, что она на человека, которые хотят снять кино. Я говорю про свое, это, ну, не очень убедительно. Тем более, как продюсер вам скажу, да? Ну, человек листает, как-то некрасиво, а вот тут что-то интересное, вот, да? Вот первый взгляд, первое притяжение к тому, что человек берет в руки, очень важно. Поэтому есть определенная система продвижения своих проектов. Расскажу какую-то такую вводную информацию вам передам, вы будете задавать вопросы, что вас интересует. Помимо прочего, вот о чем мы будем говорить, про уникальная республика. У нас единственный регион в мире, где годовая амплитуда температур превышает 100 градусов. Такого нет нигде. У нас есть вечная мерзлота. У нас есть огромные просторы, где действительно о них можно говорить как о белых пятнах. Куда иностранцы хотят приехать просто, чтобы вот побывать и сказать, я был здесь, потому что для меня никто здесь не был. И это очень важно. У меня был такой случай, вот я как пример приведу, что мои слова не просто болтовня. Мы снимали в Псковской области, но это тоже довольно глухое место, вот, обычная деревня какая-то заброшенная, вот. Может быть, кстати говоря, еще более заброшенная, чем многие наши там. До меня дошло, что я говорю, а он все равно вот, у него что-то другое в голове, что все, что вокруг, это не может быть никому интересно. Потом вышла программа об этой деревне. Они, видимо, посмотрели по телевизору, прислали мне письмо. Написали, Андрей Федорович, а вы знаете, по телевизору это все гораздо интереснее, чем в жизни. И вот с тех пор они, как мне писали, они мне 5 лет писали, они создали краеведческий кружок. Написали, Андрей Федорович, мы бросили пить. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что они совсем бросили пить, но, видимо, меньше стали пить. Да, если это правильно подать и рассказать. Но это Псковская область, где ничего особенного нету. А у нас просто куда ни кинь, да? У нас горы, у нас тундра, у нас Айникон, у нас Лабункырское чудовище, долина смерти, добыча алмазов, пепеляевские сокровища.
У нас на севере плавают неизвестные огромные киты, да, под землей какие-то древние мамонты до сих пор шевелятся. Я каждый раз, мне, знаете, много информации. Я вообще ничему уже не удивляюсь, да. После того, как я побывал на Лабункыре, я ничему не удивляюсь. Поэтому кино. Чем отличается кино от телевидения, да? Я обобщаю. Экранная культура, то есть все, что мы видим с экрана. Из чего складывается экранная культура? Это идея. Дальше эта идея должна реализовываться в виде сценария какого-то, да? Для того, чтобы писать сценарий, нужно разбираться в жанрах экранных, да? Но они в чем-то похожи на литературные жанры. Драма, комедия, трагедия. Как пишется литературный сценарий, да? Как этот сценарий перерабатывается в режиссерский сценарий, на основе которого собирается съемочная группа, которая потом будет снимать кино. Операторское мастерство, оно отчасти начинается там, где фотография. Допустим, законы композиции, они очень похожи и в фотографии, и в кино. Что такое режиссура? Как руководить на площадке, даже на самой маленькой людьми? Допустим, вот вы снимаете что-то по своей работе, у вас есть оператор, человек, который снимает, вам в дальнейшем нужно из этого смонтировать фильм какой-то, ну хотя бы какой-то материал, рекламный ролик вашей работы. Как планировать такую съемку, как разговаривать с оператором, или, допустим, как позвать съемочную группу, это более серьезный вариант, и полноценно ими руководить, не чувствуя, что вы не знаете, как вот, чувствовать себя гораздо опытнее, чем они. У нас нередко бывает, я же вот занимаюсь съемкой рекламы в том числе, человек богатый, у человека есть деньги, он зовет съемочную группу, а потом не понимает, а как же сформулировать мысли-то свои, вот что он хочет от них, да? Там, дайте как-нибудь пониже, вот, а вот как, да? А есть профессиональные формулировки, они очень несложные. То есть речь идет о том, чтобы, конечно, за 10 часов невозможно научить человека быть там режиссером или оператором, но для того, чтобы было общее понимание, вполне возможно. Основы, конечно, бывший спортсмен, боец, 12 серий, где там драки постоянные, там, убийства, тоже интересно. Ну, конечно, у нас кино снимается несколько иначе, даже не несколько, а вообще иначе, чем в Америке. Ну вот я вам приведу пример, допустим, знаете, американский кадр, когда взрыв, и актер бежит, а вот у него за спиной взрыв, ну, почти в любом боевике есть. И вот эта какая-то волна огня догоняет актера, подхватывает, и он так вот руками, ногами машет, замедленная, это называется рапидная съемка, да, летит и падает куда-то, да. Вот как в Америке снимается такой фильм, такой кадр. Допустим, все это происходит на хайвее, на каком-то шоссе, да. Естественно, там асфальт великолепный. Берут, выпиливают кусок асфальта там, на метр. Все это закладывается специальным материалом мягким. И внешне неотличим этот совершенно кусок от асфальта. Да? Актер прыгает, он может падать как угодно. Там настолько мягко, что ты там не только что на себе ничего не сломаешь, а ну, как на перине. Как снимается у нас, вот в «Бойце», там у меня был такой кадр. Режиссер подходит и говорит, так, вот здесь меточка, ты оттуда бежишь, взрыв там, здесь ручеек, подлетаешь, так, здесь сколько до ручья, 4 метра, ну еще 3 метра пролети, вон там упади. Все, начали. Так, приготовиться. 3 дубля. Так, смотришь, 7 метров, а там вообще жестко. Вот. Разгоняешься, прыгаешь, бах! 7 метров пролетело, многие люди бесплатно все это делают, только ради идей. Поэтому кино это, конечно, удивительно увлекательная вещь. Ну, может быть, какие-то вопросы появились? Наверное. Да? А чем мы именно будем заниматься? Ну, вот я на словах вам рассказал те теоретические направления, да, и, естественно, практика. То есть, допустим, мы с вами поговорили, встретились по поводу композиции.